Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 13 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 854.280 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 17 tank, 58 sistem artileri, 153 pesawat tanpa awak, dan 23 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.040 tank, 20.894 kendaraan tempur lapis baja, 37.096 kendaraan dan tangki bahan bakar, 23.034 sistem artileri, 1.278 sistem roket peluncur ganda, 1.063 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 25.072 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 13 Februari melansir, penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas penyimpanan bahan bakar dan pol, area penempatan sementara tentara bayaran asing serta kelompok personel, prajurit dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 139 titik dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh 12 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Perancis, dan 66 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia meluncurkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 43.045 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.299 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.514 kendaraan tempur MLRS, 21.567 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.492 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, 2 танка, 2 бронетранспортера М113 производства США и 2 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 4 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясиновое. Нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотной егерской бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Белицкого, Родинского, Новосергеевки, Андреевки, Успеновки, Димитрова и Удачного. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 4 артиллерийских орудия и 7 автомобилей.
Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой бригад в районах Катериновки, Северска, Часов Яра и Предтечина. Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевые бронированные машины «Хаммер» и «Хамви», 2 орудия полевой артиллерии и 3 автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и техники противника в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», реактивный снаряд «Химарс», а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, танковые 3 механизированных бригад, бригады территориальной обороны ВСУ, в районах населенных пунктов Богатырь, Скудная, Шевченко, Бурлацкая, Новоселка, Новополе, Гуляйполе. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, 2 автомобиля и 6 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 производства стран НАТО. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, 2 бригад береговой обороны и бригады территориальной обороны в районах Новоданиловки, Приднепровского, Антоновки и Каменского. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия и 7 автомобилей. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.